Карачаево-Черкесия. Благословенная и прекрасная земля. Ежегодно тысячи туристов, гостей и просто жителей передвигаются по ее дорогам. Кто в поисках хлеба насущного, кто просто в стремлении уйти от суеты и каждодневных проблем. Горы и ущелья манят тишиной и покоем. Там дышится легко, и так же легко забываются проблемы нашего суматошного бытия. И мало кто задумывается о судьбах народов, живущих в этих местах, об их древней истории и культуре. Хотя для того, чтобы прикоснуться к ним, не нужно особенных усилий. Стоит только остановить машину и отойти от трассы на сотню-другую метров. Руины крепостей и пронзительные глазницы гробниц вовлекут вас в глубину веков, столь же темных, сколько и загадочных. Рассказ об уникальном историко-культурном наследии Карачаево-Черкесии мы начнем с ее восточных окраин. Это Кисловодск, один из главных курортных городов России на Ставрополье. Неподалеку излюбленное место отдыхающих, знаменитое Кольцо-гора. Говорят, что кольцо образовалось в результате воздействия воды и ветра на скальный грунт. Но кольцо рукотворное, а ветровая и водная эрозии лишь расширили его внутренний диаметр, как и входные отверстия ряда скальных гробниц, превратив их в гроты. По убеждению археологов, скальные гробницы – способ захоронения, характерный для алан. Именно они создали в X веке в пределах Северного Кавказа первое раннесредневековое государство на территории нынешней Российской Федерации. Государство вобрало обширные земли от реки Лабы на западе до Сунжи на востоке с ее различными народами и племенами. В Кисловодской котловине, экономической доминанте аланского государства на Великом Шелковом пути, население было не меньше, чем сейчас. 1000 лет назад в этих местах люди занимались торговлей, разводили и пасли овец, процветали ремесла. Неподалеку от Кисловодской котловины старинный карачаевский аул Схават, или, как его сейчас называют, Хасаут. Там сохранились интересные памятники раннего Средневековья. Правда, ныне древний Хасаут забыт Богом и людьми. После варварской депортации карачаевского народа в 1943 году аул не восстановился. Ныне он является собой печальное зрелище. Сейчас здесь живет около полусотни человек. Истинные же хозяева ущелья раскачивают созревший шиповник на склонах, гонят по небу стаи облаков, другие взмывают в небо и совершают ритуальный облет крепостных руин и скорбных гробниц. Гробницы датируются 8-10 веками. Все они вырублены в скальных обрезах на большой высоте и всегда обращены к югу. Глядя на них, невольно думаешь, что единственной постоянной величиной является смерть. Пещерки пусты, свидетельство того, что за тысячелетия сменилось сотни поколений грабителей. Но в одной мы заметили несколько костей.
Мы, представители начала третьего тысячелетия, считаем себя свободными от мистических уз. Но что было делать с видеоаппаратурой, которая в непосредственной близости от погребальной камеры дала сбой? Техническая случайность или реакция гробницы на наше вторжение? Мы не можем дать ответа. Как и не можем дать ответа на вопрос, кому и зачем понадобилось заставлять каменотесов заниматься таким трудным и опасным для жизни делом – рубкой скального грунта и устройством гробниц пещер. Ведь и другие формы устройств последнего приюта ученые датируют теми же веками. Вот типичные, по свидетельствам археологов, для всего Северного Кавказа каменные ящики. Археологи утверждают, в таких ящиках хоронили задолго до появления Алан, во втором тысячелетии до нашей эры, в эпоху бронзы. Аланы сохранили эту традицию. А это подземные, полуподземные, наземные могилы, тоже аланские. Их объединяет одно – связь с землей. Но как объяснить происхождение этих могил? Они выветрились, часть их разрушена, но даже в таком состоянии они оставляют неизгладимое впечатление. Оно особенно усиливается при знакомстве с погребальным комплексом Тамары, близ районного центра города Карачаевска. Хорошо видно, что входные отверстия, лазы, закрывались соответствующей по форме плитой. Потрясающая деталь. Большинство погребальных камер сообщались между собой круглыми отверстиями, как будто ушедшим из бренного мира в мир камня нужно было общение. Темен, загадочен и безнадежно далек от нас духовный мир наших предков, нашедших последний приют в гробницах, напоминающих крошечные комнаты. Это Чуана, воздушный храм нартов, уникальный памятник природы близ нынешнего города Карачаевска. Нарты карачаево-балкарского эпоса – это легендарные богатыри, призванные очистить для людей планету от зла и скверны. Аланы почитали эту скалу. Здесь находилось одно из главных святилищ. Рядом с ним был похоронен один из героев эпоса, холодный и надменный Сослан, он же Сосурка, сын камня, сын гранита. После смерти нарты похоронили его здесь, но сын камня не рассыпался в прах. Восстав из земли, он превратился в каменный столб. Такова была воля Верховного Бога, Тейры неба. В прямой видимости отсюда скалы кузнеца Дебета. Этот мифический персонаж спустился с небес, чтобы ковать для людей орудия труда, а нартам – оружие для борьбы со злыми чудовищами, эмегенами. Никто не знал железа до Дебета. Именно ему было дано определять руду, извлекать ее и плавить железо. Его штольни в горах Балкарии и Карачая. Вот залы одной из них.
много веков трудился бессмертный Дебет, пока нарты не извели злых эмегенов. Выполнив свою миссию, легендарный кузнец собрал из железа крылатую арбу и на ней вознесся в небеса. И падающие звезды на ночном небосклоне – это искры, летящие с наковальни Дебета. Аланы же, будучи людьми практичными, использовали эти залы для устройства коллективного могильника, и до сих пор обнажаются кости их покойников. Но если отвлечься от мифов и легенд, этот археологический объект в высшей степени интересен и загадочен. Вопросы возникают один за другим. Кто и для чего пробил это кольцо в базальтовой стене? Для чего изготовлены конусообразные отверстия в сводах залов этой пещеры? Как появился в скальной породе исландский шпат, вовсе не характерный для Северного Кавказа? Миссионеры из далекой дружественной Византии в своей многовековой деятельности по обращению алан в веру Христову не могли обойти вниманием это сакральное место. И на плече Чуаны в первой четверти X века был воздвигнут этот храм. Он строг и величествен. Он лишен изысканных форм и декора. Храм-воин, храм-страж, охраняющий поросшим мхом и лишаями покой легендарного мира древнейшего святилища. Это один из 5 сохранившихся храмов первой четверти X века на Транскавказской магистрали Великого Шелкового пути. Второй храм находился по пути к Лухорскому перевалу, через который тысячелетия назад многочисленные караваны брели к Севастополису, нынешнему Сухуми. Оттуда купцы морем добирались до Трапезунда и Константинополя. Связано это было с затяжной войной, которую вел Иран. Он стремился монополизировать рынки сбыта с главным потребителем и поставщиком шелка в Западную Европу – Византией. Дело происходило в VI-VII веках, а в VIII веке начались войны арабского халифата. Тогда купцы выбрали окружной путь в обход Каспийского моря с севера, к дельте Волги, к хазарскому городу Эдилу. Отсюда торговые пути расходились по степям и предгорьям Северного Кавказа. После заката хазарского каганата аланы во второй половине X века построили собственное государство, набравшее силу и мощь в X-XI веках. Теперь аланы контролировали основные караванные пути. Византия была заинтересована в установлении союзнических отношений с Аланией, чьи цари, по свидетельству летописца, были сильны и проводили твердую политику. Для укрепления союза греки добивались христианизации Алании. И длительная миссионерская политика принесла свои плоды. Аланы приняли христианство, и аланская знать была крещена. Этот храм, жемчужина раннесредневекового зодчества, был построен на месте аланского языческого святилища. Это единственный храм начала X века, в котором сохранились фрагменты первоначальной росписи и остатки красочного слоя. Рядом с храмом маленький шедевр – мавзолей. Сентинский храм с мавзолеем удачно вписаны в ландшафт и благодаря изначальной легкости форм как бы парят в воздухе над Тебердой. Политический и административный центр аланского государства находился в Нижнем Архизе. По пути в Нижний Архиз – Менгиры.
Менгиры датируются 8-10 веками. Истинное назначение их неизвестно, но, очевидно, они служили дорожными указателями. Над дорогой крутой склон, поросший лесом, главный некрополь аланской столицы. Во время строительства дороги был срезан участок склона, и обнажились типичные для Алан могилы каменные ящики. В конце XIX века сюда был командирован член Московского археологического общества, художник-археолог Дмитрий Струков. Он зафиксировал свыше 100 городских строений по квартальной планировке. Но за 100 последующих лет от них остались лишь руины, засыпанные землей и заросшие лесом. По решению Святейшего Синода в 1889 году здесь был открыт монастырь. Камень городских домов пошел на постройку братских корпусов и монастырских помещений. Этот маленький храм, очевидно, примыкал к усадьбе местного феодала и являлся его домовой церковью. Она тесна и с трудом вмещает несколько человек. Но, тем не менее, сегодня это самый древний действующий храм на территории России, построенный задолго до раскола церкви на католическую и православную. В центре города собор с традиционным некрополем для знати и духовенства. Видно, что ориентация могил по линии запад-восток тысячелетия назад строго не соблюдалась. Городской собор был построен с учетом всех требований византийского культового зодчества, но в конце XIX века монахи вторглись в его архитектуру, соорудив с севера и юга притворы. Они же покрыли остатки росписей толстым слоем штукатурки. Но и без росписей интерьер храма оставляет неизгладимое впечатление своей легкостью из-за отсутствия столпов, а также от парусов подкупольного барабана, покоящихся на подпружных арках. Северный храм находился на расстоянии 880 метров по прямой от среднего храма, рядом с митрополичьим городком. Городок давно разрушен, а кафедральный собор Аланской епархии, благодаря реставраторам, предстал перед нами в первозданном виде. Храмы Нижнего Архыза – наиболее изученная часть столицы Аланского государства. Другие же объекты полны загадок. Это стены уникального сооружения, имеющего форму циркульного круга. Толщина стен – 2 метра, внутренний диаметр – 88 метров. Исследователи считают, что этот объект имел более научное значение, нежели сакральное. Рабочая гипотеза археологов – перед нами солнечный календарь, по которому древние аланы определяли время сева, выгона скота на пастбище, вычисляли даты религиозных праздников и так далее. На эту гипотезу работают камни с таблицами счета и чашечные камни, найденные здесь во время археологических исследований. Спустя почти 1000 лет неподалеку отсюда построили крупнейшую в Евразии астрофизическую обсерваторию, чьи сотрудники не без основания предположили, что чашечные камни – своеобразная карта звездного неба. На западной окраине города статуя воина. Статуя типологически характерна для 8-10 веков, но ее размеры поражают.
Она изготовлена из цельного 6-метрового каменного блока. Европеидные черты лица сумрачного воина, застывшего в камне 1200 лет назад, его 4-метровый рост, возвышающийся над землей, делают его единственным в своем роде. Таких воинов-гигантов на Северном Кавказе больше нет. Эта статуя привезена сюда из Бичесына, высокогорного плато у подножия Эльбруса, страны курганов, статуй и менгиров. Из Архыза мы направляемся к Кефарскому городищу, к резиденции аланских царей. Летописец X века сообщает, что аланский царь могуществен, выступает с 30 тысячами всадников и имеет места отдохновения. Вероятно, Кефарское городище было одним из таких мест. Но масштабы городища, остатки стен, его обширный некрополь наводят на мысль о том, что цари дистанцировались от духовенства, так как оно становилось влиятельной силой. Таких примеров в истории много. У входа на городище нас встречает огромная каменная плита с вырезанными на ней крестами. Едва ли они имеют отношение к христианству, равно как и эта плита с загадочными петроглифами, объединенными в нерасшифрованный колдовской зоологический сюжет. Выше по тропе еще один уникальный объект, так называемое святилище на вершине скалы Останца. На площадке 2 плиты. На одной из них едва читаемые и до сих пор не расшифрованные рунические письмена, чашечное углубление и прямоугольный рисунок. Археологи называют его Вавилон. Рунические письмена также прямо под ногами, причем они не выгравированы бороздчатым способом, а выпуклые. Вавилонов же здесь несколько в разных местах, и смысл их также непонятен, как и рунических письмен. Вторая плита была приподнята неведомо как, и под нее подложили невысокие стойки. Поверхность этого стола чиста, вероятно, перед нами жертвенник. Значит, и Вавилоны, и кресты, и рунические письмена, и раскопанные могилы поблизости, и сам этот сакральный комплекс, если они одновременны, созданы в дохристианскую эпоху. По едва просматривающейся улице мы следуем к крепостной стене. Вокруг остатки жилищ, маленьких церквей, могил в черте города. Но вот и остатки крепостной стены, протянувшейся с севера на юг. Каменная кладка стены сохранилась хорошо. Камни плотно подогнаны друг к другу в традиционной для алан двухпанцирной кладке. Но они никогда не расскажут ни о мастерах, ни о тех, чью волю они выполняли, укладывая этот бесхитростный строительный материал в стену. Как не поведают нам ничего разрушенные мавзолеи, которых здесь большое количество.
Этот мавзолей вынесен был за черту города, но фактически примыкал к крепостной стене. Принцип строительства этих усыпальниц – срубы из каменных блоков длиной до 3 метров. Почти все мавзолеи с наружной стороны имели декоративный сюжет или волнистый орнамент. Они все нуждаются в реставрации. Значение кефарских мавзолеев, как, впрочем, и большинства аланских памятников, трудно переоценить. В мире много наземных склепов, начиная от мавзолея Кира Эхеменида и кончая мавзолеями XX века. Но таких, как кефарские, больше нет нигде. И в этом их уникальность. Очевидно их дальнее родство с дольменами-мегалитами Черноморского побережья, но функциональное назначение последних не определено. Мавзолейная традиция на Северном Кавказе, начавшись в раннем Средневековье, продолжалась до позднего. Вот мавзолей князей Крым-Шамхаловых в Карджурте, построенные в XVII веке. Видно, традиция строительства больших усыпальниц в этот век угасает. Входное круглое отверстие трансформировалось в декоративный элемент, а на смену орнаментированным блокам пришел слегка обработанный камень, который изнутри и снаружи покрывался штукатуркой и забеливался. Пережив эпоху расцвета в XIII веке, аланское государство пришло к концу своего более чем 300-летнего существования. Начались междоусобные войны. Башни враждовавших между собой феодалов подтверждают слова летописцев о том, что в Алании сколько ущелий, столько и царей, и никто не подчиняется друг другу. Междоусобица была обусловлена крахом мировых экономических доминант. В 1204 году в ходе очередного крестового похода рыцари Западной Европы захватили и разрушили Константинополь, а Китай вступил в полосу гражданских войн. Караваны перестали ходить через Северный Кавказ, подорвав тем самым экономические основы Алании. В 1239 году монголы разорили угасающее государство, и Алания вошла в состав Золотой Орды. Но в 1396 году Тамерлан положил конец существованию аланского государства. Оставшиеся, как говорит летописец, оказались растерянными и блуждающими. Незначительная часть алан, карачаевцы, балкарцы, дийгорцы, спаслись в труднопроходимых ущельях у подножья главного Кавказского хребта. Тамерлан ушел, усеяв долины и склоны гор человеческими костями. От аланских городов не сохранилось даже названия.
Давно замечено, что в отсутствие человеческого тепла строения разрушаются наиболее интенсивно. Что же, все проходит. Там, где когда-то мужчины готовились к походам или полевым работам, а женщины рожали детей и пекли свой трудный хлеб, там, где слагались легенды и колыбельные песни, теперь растут высокий бурьян и дикие деревья. Все превращается в прах в суетном мире. Но руины, пережившие века, свидетельствуют не только о бренности и быстротечности бытия. Они волнующие и захватывающие рассказывают об истории и высокой культуре алан, сумевших объединить разные племена и народы. Это наследие забытой цивилизации из мглы веков обращено к потомкам алан, к осознанию их общего историко-культурного пространства, к их единству и родству. И мы обязаны не только изучить, но и сохранить эти уникальные памятники с любовью и тщанием, сооруженные далекими предками.